Ленинская. Советники директоров по воспитанию должны появиться в следующем учебном году в школах в 45 российских регионах, а в 23-24 учебном году в остальных. Ранее по инициативе Владимира Путина были приняты поправки в закон об образовании, усиливающие воспитательную работу в школах. Появятся ли уже в новом учебном году советники директоров по воспитанию в школах региона? Будет ли этот вопрос, в частности, обсуждаться на традиционном августовском совещании педагогической общественности 23 августа? Об этом расскажет гость нашей студии Нюргун Павлов, директор Института развития образования и повышения квалификации имени Донского. Нюргун Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, какова тема предстоящего совещания педагогов республики? Традиционно наше августовское совещание работников системы образования Республики Саха-Якутия в нашей республике, как уже было сказано, пройдет 23 августа. И он будет посвящен ключевым задачам региональной системы образования в едином образовательном пространстве, в едином российском образовательном пространстве. И тема августовского совещания, она звучит также. Да? И почему единое образовательное пространство? Поскольку мы все знаем, уважаемые телезрители, да, жители республики, то, что перед государственной политикой в сфере образования стоит задача — это обеспечение равного доступа, равных возможностей для всех детей к качественному образованию. А все это достигается путем совершенствования той образовательной экосистемы, в которой обучаются наши дети. Да? И получается, это все достигается посредством внедрение таких единых образовательных стандартов, да, единой образовательной воспитательной работе в школах, образовательных организациях. Ну и получается единый мониторинга эффективности деятельности образовательной организации. Все это будет направлено на, получается, обеспечение равного доступа детей к качественному образованию. И вопросы, получается, августовского совещания, установки на предстоящий учебный год, они будут посвящены этим вопросам. Скажите, а если вот мы говорим с вами о педагогах, какие актуальные вопросы в профессиональном плане стоят перед ними? Перед ними, конечно, стоит очень много задач. Одним из, получается, нововведений этого года является то, что с 1 сентября обучающиеся первых и пятых классов будут обучаться по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам, которые были утверждены Министерством просвещения Российской Федерации в мае 2021 года. Что это получается, по каким стандартам? Да? То есть, иными словами, наши дети, обучающиеся, будут учиться уже по содержанию, по новым, последующим учебникам, да, по новому содержанию. Они будут проходить различные оценочные процедуры, да, получается, которые будут по содержанию уже отличаться от тех, которые привычны нам, да, и ОГЭ, ЕГЭ и так далее. То есть, получается, все наши учителя нашей республики, которые будут уже работать с 1 сентября по обновленному ФГОС, они у нас, это свыше 9 тысяч учителей, прошли обучение на базе нашего Института развития образования и повышения квалификации, да, и на базе Академии Министерства просвещения Российской Федерации в том числе. Конечно, шла очень такая большая подготовительная масштабная работа с января этого года. И получается, наши дети уже будут учиться по новым стандартам. Скажите, а вот относительно содержания образовательных стандартов регионы имеют ли право вносить какие-то свои изменения? Вы знаете, когда в январе месяце Институт стратегии развития образования опубликовало, получается, учебные планы, примерные учебные планы и рабочие программы, Министерством образования и науки и институтом совместно с нашими ведущими педагогами, да, ведущими заместителями директорами по учебной работе, заучи тоже приняли активное участие. Мы свои предложения, свои видения направили в Министерство просвещения Российской Федерации. Учитывая уникальную систему образования Республики Саха-Якутия, к мнению нашего региона всегда прислушиваются. И, конечно, мы направили официальное, получается, письмо и так далее, обоснование о том, чтобы все-таки сохранить нам те часы, которые отводятся на изучение родных языков. И это сейчас, получается, наши предложения, они полностью были удовлетворены. И сейчас вносятся поправки в приказ, да, утвержденный в мае 2021 года, где идет увеличение количества максимальной нагрузки. Да? И все вот эти наши предложения, они были учтены, и сейчас он находится в Министерстве юстиции Российской Федерации, проходит согласование. И в скором времени все-таки мы этот
все наши предложения увидим в приказе. Какие мероприятия запланированы в рамках предстоящего совещания? Ну, в рамках августовского совещания всего общее количество мероприятий, 54 мероприятия, да, будет проводиться. Это из них, получается, 26 курсов повышения квалификации, да, будут проводиться для учителей по различным направлениям. И плюс еще к этому у нас 7 установочных совещаний совместно с органами местного самоуправления, да, которые ответственны за сфере образования, а также 7 семинаров республиканского межрегионального уровня, да, 2 форума, 2 стратегические сессии и различные мероприятия будут проводиться. А также ключевым одним из направлений, все мы знаем, что этот год для нас всех является особенным, поскольку мы, все жители республики, отмечаем в этом году столетие со дня образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики. По линии Министерства образования и науки в сфере образования мы отмечаем столетие со дня образования Наркомата просвещения ЯССР. И основным, конечно, примечательным является тот факт, что в этом году мы проводим 14-й съезд учителей и педагогической общественности, который пройдет 4-5 октября в нашей республике. И сейчас в рамках августовского мероприятия мы сейчас разработали проект концепции развития системы образования целевым видением до 2030 года. И в рамках августовского совещания мы проведем проектную сессию с ведущими учителями, да, нашей республики, педагогической общественности, воспитателями и руководителями органов местного самоуправления. И будем уже пристально в виде проекта вносить предложения уже в разработанный проект концепции развития системы образования, региональной системы образования. Тогда давайте поговорим с вами о предстоящем съезде. В этом году он будет 14-м. Скажите, а какова история проведения подобного рода мероприятий у нас в регионе? Да, ну если съезд, 14-й съезд, он проходит у нас, 14-й раз получается, да, съезд. Если из истории, если проследить историю проведения съездов, то можно даже проследить историю развития региональной системы образования. Ну, первый съезд, он был проведен в 1921-25 году, да, и посвящен был ликвидации неграмотности. Как вы все знаете, история нам много что говорит. В 1917 году население Якутской области, тогда еще Якутской области, да, в 1917 году, составляло свыше 284 тысяч человек. Среди них умели читать и писать, то есть считались грамотными, да, только лишь 2%, а это 5400 человек в Якутской области умели читать. И спустя столетия, да, в 2020 году наша республика является одной из самых читаемых субъектов Российской Федерации и одним из самых грамотных субъектов Российской Федерации. Это говорит о том, что в это столетие, в этот промежуток мудрые люди принимали весьма мудрые решения, которые помогли нам достичь, получается, таких результатов. И сегодня система образования нашей республики является действительно уникальной. Это подчеркивается и высшими властями в сфере образования, да, и плюс еще экспертами всероссийского и международного уровня. Действительно она уникальна, поскольку у нас сохранены и развиваются все типологии школ, начиная от кочевых, заканчивая международной артической школой и так далее. Ну, история говорит нам об этом, о том, что пора и тоже здесь у нас есть новые вызовы в последнее время, которые в связи с стремительным развитием инфраструктуры, цифровых технологий и так далее. И необходимо нам всем собраться, то есть организовать съезд 14 и обсудить дальнейшие наши стратегии развития нашей региональной системы образования. Нургун Михайлович, скажите, а известны ли уже главные итоги решений предыдущего 13-го съезда? Ну, во-первых, когда мы разрабатывали концепцию проведения, ученые, вернее, когда разрабатывали концепцию проведения 14-го съезда, все они исходили из резолюции, да, из стратегической инициативы, которая была принята в предыдущих съездах, да, насколько все-таки были использованы те или иные направления. Но как все-таки группа экспертов-проработов сказала, что по различным направлениям в связи из-за пандемии, да, все-таки с интенсивным введением цифровых технологий некоторые направления у нас уже выполнены. Да. Исходя из этого и вообще с целевым видением 2030 года,
каким должно быть наша все-таки региональная система образования, мы, эксперты, вносят там свои изменения. А некоторые позиции, конечно, они желают оставлять лучшего, да, то есть, иными словами, есть направления, где необходимо принятие нормативно-правовых актов на федеральном уровне. В этом направлении, конечно, Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия отрабатывают, да, и наши предложения всегда учитываются, и, конечно, если вот все-таки выйдет приказ, да, ну, и в последующем по другим направлениям, то эти направления будут уже исполнены, которые там прописаны. Учитывая опыт проведения предыдущих съездов, какая подготовка проводится сейчас и кто будет делегатами на 14-м съезде? Да, делегатами 14-го съезда будут отобраны от муниципалитетов, да, учителя, воспитатели, работники системы образования. И здесь, конечно, и главы всегда участвуют муниципалитетов. Всего в концепции проведения съездов прописано, что количество делегатов будет составлять 500 человек, да, от всех муниципалитетов. И по муниципалитетам получается, квоты уже распределены. Сколько это зависит, конечно, от, получается, количества населенных пунктов и численности населения муниципалитетов. Конечно, в рамках подготовительные мероприятия, которую возглавляет Сергей Васильевич Местников, проводится широкомасштабная работа подготовительная, сейчас работа, и Министерством образования и науки разработаны концепции проведения, программы проведения, которые тоже утверждены. И сейчас у нас получается уже финишная такая прямая, да, подготовка к съезду. И сейчас у нас идет работа чисто вот творческая. Давайте напомним нашим телезрителям, в каких числах состоится грядущий 14-й съезд учителей республики. Вообще у нас министром образования и науки, любимой Ириной Павловной, обозначена декада, да, сфере образования. Наш съезд, 14-й съезд, это будет посвящен, в рамках этой декады тоже будет проведен. Это начинается с 29 сентября, когда мы отмечаем День работника дошкольного образования. Потом мы отмечаем, получается, День преподавателя, работника системы профессионального образования и День учителя, который международный день, это 5 октября. Получается, в рамках этих дней, то есть 4, 5, 6 октября будет проведен съезд 14. Скажите, а какие мероприятия планируется провести Институтом повышения квалификации работников образования в рамках года педагога и наставника, который будет уже в 2023 году? В рамках, получается, подготовительных мероприятий, да, Министерством образования и науки со всеми подведомственными организациями, всеми усилиями мы разработали, получается, план на следующий год, да, где мы будем отмечать год педагога и наставника. И здесь, конечно, хотелось бы отметить то, что, учитывая всегда то, что наше правительство в лице, получается, главы Айсена Сергеевича Николаева проводится большая объемная работа, и, учитывая это, Айсена Сергеевича, нашего Ильдархана, включили в рабочую группу Министерства просвещения Российской Федерации как одного из глав, который уделяет особое внимание развитию в сфере образования своего субъекта. И там тоже наши предложения от республики тоже были направлены на то, чтобы учитывали и на федеральном уровне, а также и на региональном уровне мы разрабатываем свой собственный план получается, для того, чтобы отметить год педагога и наставника в нашей республике. Что ж, будем надеяться, что все намеченные планы принесут только лишь плодотворные результаты. Спасибо вам, Нургун Михайлович, за интересную беседу и за то, что стали гостем нашей студии. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя. До встречи.